Пустыня – это не то место, которого следует бояться в нашей жизни. Все мы сталкиваемся с моментами пустыни, временами засухи и безводья, когда ответы кажутся скудными, а направление движения – неопределенным. Но пустыня – это не то место, которого следует бояться, поскольку именно в ней Бог действует необыкновенным образом. Он использует пустыню, чтобы сформировать нас, научить и подготовить к завоеваниям, которые Он для нас приготовил. Именно там мы находим сверхъестественные проявления Бога. Возлюбленные, поставьте лайк этому видео, если вы верите, что Бог ведет вас, и уповайте на Господа. Израильский народ под предводительством Моисея пересек пустыню не потому, что заблудился, а потому, что находился в пути веры и полной зависимости от Бога. У них была земля обетованная, которую они должны были достичь, судьба, предначертанная Богом. Сверхъестественные переживания, которые они испытали в пустыне, были не случайностью, а божественно организованными моментами. Если вы тоже верите, что у Бога есть сверхъестественный план для вас, напишите «Аминь». История израильского народа в пустыне – это метафора путешествия каждого из нас. Те, кто идет в пустыню, идут потому, что пришло время победить, овладеть победой. Пустыня – это место, где мы созерцаем сверхъестественное в Боге. Нажмите на кнопку «Подписаться на канал», чтобы показать, что вы всегда хотите слышать Слово Господа. Возможно, вы сейчас переживаете момент пустыни в своей жизни, чувствуете себя одиноко и неуверенно, но Бог хочет показать вам, что пустыня – это место, где Он творит чудеса. В пустыне вам откроются видения, которых вы никогда раньше не видели. Это может быть место испытаний и скорбей, но это также место, где вера совершенствуется и укрепляется. Именно в пустыне мы узнаем, кто мы есть на самом деле и во что мы верим. Как Бог говорил с израильским народом, так Он говорит сейчас с вами, принося ответ на то, с чем вы столкнулись. Я верю, что Бог управляет моей жизнью, и если вы тоже верите в это, напишите «Я готов». Важно понять, что пустыня – это не наказание, а подготовка. Бог дает вам не конец, а начало. Бог дает вам прямо сейчас ответ на то, через что вы проходите. Он не оставил вас, Он с вами, ведет вас и использует для того, чтобы явить свою славу. Путешествие по пустыне может быть трудным, но с верой и упованием на Бога вы доберетесь до места, которое Он для вас приготовил. Завоевание уже принадлежит вам, потому что Бог верен и сдержит все данные им обещания. Пустыня – это место, где вы овладеете завоеванием, где произойдет сверхъестественное, и вы увидите Божий промысел в уникальном и мощном виде. Одним словом, пустыня – это место, где можно одержать победу, где можно увидеть сверхъестественные действия Бога. Не бойтесь пустыни, потому что Бог с вами и ведет вас на каждом шагу к земле обетованной. Примите пустыню и овладейте завоеваниями. Бог действует в вашей жизни уже сейчас. Готовы ли вы увидеть сверхъестественное Божье в пустыне жизни? Готовы ли вы увидеть Божье сверхъестественное в пустыне жизни, в более трудные и сложные времена, где мы видим Божье сверхъестественное в действии? Пустыня – это не место, где мы брошены, напротив,
– это необходимый этап на пути к завоеванию того, что Бог предназначил нам. Именно здесь мы переживаем чудеса и возрастаем в вере. Не тревожьтесь, если в это время вы окажетесь в пустыне. Вы там не для того, чтобы остаться, а для того, чтобы получить уникальный опыт общения с Богом. Легко отчаиваться, особенно когда все кажется трудным, но сдаваться – не выход. Если вы готовы идти вперед даже перед лицом трудностей, напишите в комментариях «Я принимаю ответственность». Пустыня – это место завоевания и прорыва. Возможно, до встречи с пустыней вы находились в зоне комфорта, где все казалось прекрасным и спокойным, но зона комфорта может быть ловушкой, удерживающей нас от истинных благословений и завоеваний, которые Бог предназначил для нас. Сейчас, посреди пустыни, вам может быть грустно и кажется, что выхода нет, но именно в этот момент действует Бог. Он понимает вас, видит ваши трудности и готов проявить свою силу. Пустыня – это место обретения силы, где мы учимся полностью полагаться на Бога и признавать Его суверенитет. Здесь наша вера испытывается и совершенствуется, и мы готовимся получить благословения, которые Бог приготовил для нас. Если вы верите, что у Бога есть для вас идеальный план, и готовы двигаться вперед, напишите «Я верю» и поделитесь своей верой с другими. Пустыня – это не просто место страданий, это место роста. Это место, где Бог готовит нас к следующему уровню. Когда вы находитесь в пустыне, помните, что вы не одиноки. Бог с вами, Он направляет вас, укрепляет и указывает вам путь. Проходя через пустыню, сохраняйте веру и упование на Бога. Не падайте духом, ибо тот, кто ослабеет в пути, не овладеет землей обетованной. У Бога есть для вас завоевание, и Он готов его осуществить. Пустыня может показаться бесплодным и негостеприимным местом, но это плодородная почва, где Бог сеет семена своих обетований. Именно здесь мы формируемся, лепимся и готовимся принять все, что Бог для нас приготовил. Так что смело и решительно идите вперед. Бог будет с вами на каждом шагу, готовый показать вам сверхъестественное, готовый дать вам победу. Завоевание ваше, и чудо уже в пути. Вы готовы ощутить Божью работу в своей жизни. Когда у Бога есть великий план для нас, Он ставит нас в положение полной зависимости от Него. Вы можете искать человеческие решения в той или иной стороне, но обнаружите, что ничего не можете сделать. Именно в этот момент вы ближе к Богу, чем когда-либо прежде. Именно в этот момент полной зависимости вы собираетесь покорить то, что Он приготовил для вас. Если вы чувствуете себя в этом месте полной зависимости от Бога, на пороге завоевания, напишите в комментариях «Я готов». Давайте укрепим друг друга в вере в той пустыне, через которую вы проходите. Будьте готовы к тому, что произойдут великие вещи. Вы станете свидетелем Божьей заботы и милосердия в вашей жизни. Не пугайтесь кажущейся изолированности пустыни. Бог поднимает вас на более высокий уровень. Он готовит вас к чему-то удивительному, непостижимому для вас. Именно в пустыне, в полной зависимости от Бога, мы узнаем, что подлинная вера – это когда мы отдаемся под Его контроль,
зная, что только Он может привести нас к победе. Бог хочет, чтобы вы поняли, что зависимость от Него – это не слабость, это позиция силы, это близость к победе. Быть в пустыне, сталкиваться с ситуациями, которые мы не можем контролировать, это знак того, что Бог ведет нас к сверхъестественному опыту общения с Ним. Это не ситуация, в которой мы должны отчаиваться, а время, когда мы должны еще сильнее прилепиться к Нему. Пустыня может казаться одинокой, но она никогда не бывает одинокой. Бог с вами. Он поднимает вас на новый уровень, заботится о вас, направляет вас, проявляет к вам милосердие. Он поднимает вас на новый уровень в вашем хождении с Ним. Если вы сейчас проходите через пустыню и верите, что Бог ведет вас к чему-то большему, напишите в комментариях «Я верю». Провозгласите свою веру и побудите других сделать то же самое. Не позволяйте страху или неуверенности парализовать вас. Вместо этого признайте, что вы зависите от Бога, и именно там, где Он хочет, чтобы вы были. Зависимость – это путь к победе, это путь, который ведет к сверхъестественному опыту общения с Богом. Бог хочет, чтобы вы знали, что пустыня – это не наказание, а подготовка. Он лепит вас, укрепляет и готовит к благословению, которое вы должны получить. Пустыня – это место, где вы учитесь полностью доверять Богу, где вы учитесь видеть дальше обстоятельств и идти по вере. Это место, где вы готовы получить все, что Бог приготовил для вас. Бог ведет вас через пустыню к земле обетованной. Он показывает вам, что в зависимости от Него вы сможете победить. Вы готовы к этому путешествию? Вы готовы принять зависимость и овладеть своим завоеванием? Пришло время двигаться вперед с верой и ожиданием. Бог ждет от вас чего-то великого. То, что Бог хочет открыть вам сегодня, это вечный принцип. Он контролирует все, и все, что происходит в вашей жизни, является частью Божьего плана, по которому вы должны овладеть благословениями, которые Он для вас приготовил. Подобно Аврааму, которому было предложено оставить свою семью и отправиться в неизвестную землю, Бог, возможно, призывает вас к полной зависимости от Него. И эта зависимость не напрасна, это путь к завоеваниям. Как Бог вел Авраама, так Он ведет и вас. Если вы понимаете эту тайну и готовы идти в полной зависимости от Бога, напишите в комментариях «Я вступаю во владение». Заявите о своей вере и ободрите других на этом пути. Не думайте, что Бог оставит вас в этом процессе. Он обещает заботиться о вас, не оставлять вас, не покидать вас, не отпускать вашу руку. Вы ни в чем не будете испытывать недостатка. Он даст вам завоевание, Он заставит вас пережить сверхъестественные переживания вместе с Ним. Бог хочет показать вам, что все, что произошло, привело вас к достижению того, что Он имеет для вас. Бог не Бог мелочей, Он Бог, который удивит вас в середине ситуации. Поэтому радуйтесь сердцем. У Бога есть для вас сюрприз в той ситуации, в которой вы находитесь. Он удивит вас, Он сделает что-то необычное в вашей жизни. Ситуация может казаться сложной, и вам может казаться, что вам нужно чудо, но Бог – эксперт в чудесах.
Посмотрите на ситуацию, с которой вы сейчас столкнулись. Возможно, вы смотрите на нее и думаете, что не знаете, что делать, если ничего не произойдет, но Бог знает. Бог знает, и Он действует. Если вы верите, что Бог удивит вас в ситуации, с которой вы столкнулись, напишите «Я верю» в комментариях. Поделитесь своей верой с другими и наблюдайте за тем, как действует Бог. Бог привел вас сюда, чтобы утешить, заверить в том, что Он контролирует ситуацию. Он хочет, чтобы вы знали, что вы не одиноки, что Он с вами на каждом шагу, в каждый момент. Он хочет, чтобы вы полностью доверяли Ему, даже если вы не понимаете всего происходящего. Пустыня зависимости может быть некомфортным местом, но именно там Бог действует в вашей ситуации. Он готовит вас к тому, что будет дальше, учит доверять Ему, прислушиваться к Его голосу, ходить верой, а не зрением. Здесь вы учитесь видеть за пределами естественного и распознавать Божью руку, действующую в вашей жизни. Бог действует в вашей ситуации, формируя, готовя и оснащая вас для завоеваний, которые Он для вас приготовил. Не унывайте, не теряйте надежды, смотрите на Бога, и вы увидите, как Он вас удивит. Бог не оставил вас, Он с вами, Он ведет вас, поддерживает и укрепляет. Он ведет вас к сверхъестественному опыту общения с Ним, и вы увидите, что все, что произошло, было частью Божьего плана, чтобы привести вас к завоеванию. Будьте готовы к Божьему сюрпризу в вашей ситуации, будьте готовы к чуду, будьте готовы к завоеванию. Бог контролирует ситуацию и ждет от вас чего-то чудесного. Народ Израиля в пустыне – это место испытаний. Они испытали на себе действие Бога так, как никогда раньше не испытывали. Правда, они жаловались, задавали вопросы и даже сомневались в присутствии Бога, но Он всегда был рядом, готовый удивить их чудесами и удовлетворить любую их нужду. Пустыня – это место испытаний, но это также и место, где Бог проявляет себя особым образом, где Он показывает, что контролирует ситуацию, даже когда кажется, что все потеряно. Возможно, вы сейчас находитесь в пустыне, чувствуя себя забытым и покинутым Богом, но не теряйте надежды, потому что Бог не забыл вас, не оставил. Он с вами в этой ситуации, Он работает над вашей судьбой, готовя вас к грядущему завоеванию. То, что вам кажется невозможным, Бог рассматривает как возможность для чуда. Даже во времена слабости, даже во времена трудностей Бог с вами, и Он привел вас сюда сегодня, чтобы передать это послание. Вам предстоит увидеть нечто великое, нечто сверхъестественное. Бог не только хочет, чтобы вы знали, что Он с вами, Он хочет показать вам, что Он с вами. Он хочет, чтобы вы ощутили Его любовь, Его силу, Его благодать в реальном и осязаемом виде. Он хочет, чтобы вы знали, что даже когда кажется, что все кончено, Он только начинает действовать. И вот вам Божье обещание: ничего не закончится, но вы увидите чудеса в этой ситуации. Бог действует, Он движется, Он делает что-то новое и чудесное в вашей жизни. И если вы верите, что Бог действует в вашей ситуации, и вы готовы принять Его чудо, оставьте комментарий со словом «Я верю», заявите о своей вере и вдохновите других поверить. Как Бог творил чудеса в пустыне для Израиля,
так Он будет творить чудеса и в вашей пустыне. Он выведет воду из скалы, даст манну с неба, поведет вас огненным и облачным столпом. Он сделает все, чтобы показать вам, что Он с вами, что Он не оставил вас, что у Него есть план для вас. Пустыня – это не конечный пункт назначения, это путь к завоеванию, это место, где вы учитесь глубже доверять Богу, больше зависеть от Него. Именно здесь вы увидите, что Бог верен, что Он исполняет свои обещания, что Он делает больше, чем вы можете попросить или представить. Так что продолжайте двигаться вперед, продолжайте доверять, продолжайте верить. Бог с вами, и у Него есть для вас что-то чудесное. Пустыня может быть трудной, но она не вечна. Завоевание придет, и вы увидите, что все это того стоит. Возможно, сейчас вы находитесь посреди пустыни, растеряны и расстроены, чувствуете, что все не на своем месте. Но Бог хочет, чтобы вы узнали нечто важное. У Него есть тайна, которую Он хочет открыть, сюрприз, приготовленный специально для вас. То, что кажется хаотичным и бессмысленным, на самом деле путь к завоеванию, путь к чему-то великому. Если вы готовы принять Божий сюрприз в своей пустыне, скажите «Я готов» в комментариях ниже. Откройте свое сердце для нового, что Бог приготовил для вас, заявите о своей готовности. Откройте свое сердце для того, что Бог имеет для вас, и вот вам Божья гарантия: пустыня закончится, и наступит завоевание. Бог даст вам нечто такое, о чем вы еще не знаете, но это нечто великое, то, что наполнит ваше сердце радостью и благодарностью. Все эти муки, все эти страдания превратятся в радость и победу. Божье послание к вам сегодня ясно: приготовьте свое сердце, потому что вы будете удивлены, вы увидите Божью заботу, милосердие и любовь по-новому и по-новому. Вы поймете, что все это вело вас к чему-то большему, к чему-то лучшему. Вы чувствуете потребность поделиться с кем-то тем, что вы переживаете. Вы не одиноки, и ваша история может стать благословением для других, и в этом вся прелесть путешествия с Богом. Даже в самые трудные времена, даже когда кажется, что все потеряно, Он работает над нашими интересами. Ваша пустыня не будет длиться вечно, Он формирует наш характер, укрепляет нашу веру, готовит нас к тому благословению, которое Он для нас приготовил. Ваша пустыня не будет длиться вечно, Бог назначил дату ее окончания и начало вашего завоевания. Он даст вам то, чего вы ждали, о чем просили, и Он подтверждает здесь и сейчас, что время получения наступает, так что стойте твердо. Продолжайте доверять, продолжайте верить. Бог контролирует ситуацию, и у Него есть для вас нечто чудесное, завоевание на ладони, и вы будете поражены тем, что Бог вам даст. Это время ожидания, это время надежды, это время подготовки вашего сердца к Божьему сюрпризу в вашей жизни. Бог говорит с вами. Время победы уже близко. Сейчас, через это послание, время борьбы заканчивается и наступает время победы. Он видел каждую слезу, каждую боль, каждый момент отчаяния. Он видел, когда вы думали, что больше не можете, когда вы думали, что сдадитесь и отступите. Но сейчас это происходит, и завоевание уже на ладони,
победа уже в ваших руках. Чувствуете ли вы приближение этих перемен? Поделитесь в комментариях ниже, как Бог говорил к вашему сердцу. Ваш опыт может укрепить веру других. Это новое время в вашей жизни, время праздновать, свидетельствовать и благодарить. Поворот, который Бог совершит в вашей истории, будет настолько большим, настолько чудесным, что вы захотите поделиться им со всеми вокруг. Представьте себе момент, когда все, что казалось неправильным, начинает становиться на свое место. Представьте себе радость от того, что невозможное становится возможным. Представьте себе чувство победы после долгой борьбы. Это то, что Бог готовит для вас. Возможно, вы сейчас устали, возможно, вы чувствуете тяжесть битвы, но Бог говорит: это происходит, это происходит. Он призывает вас к новому началу, к новой главе в вашей истории. У Бога есть конкретные планы для вас, то, что вы даже не можете себе представить. Он удивит вас благословениями, о которых вы даже не подозревали. Все, о чем Он просит, это продолжать доверять, продолжать верить, продолжать идти по вере. Победа не где-то далеко, о ней можно только мечтать, она на ладони, в пределах досягаемости. Победа у вас на ладони, Бог говорит, что она ваша по праву, это Его обещание, и Он верен, чтобы исполнить все, что Он обещал. Если вы готовы получить это завоевание, если вы готовы к такому повороту, скажите в комментариях: «Я готов». Заявите о своей вере и готовности к тому, что Бог имеет для вас. Не позволяйте унынию остановить вас сейчас, не позволяйте сомнениям помешать вам двигаться вперед. Победа приближается, и вы хотите быть к ней готовы. Так что приготовьтесь праздновать, приготовьтесь свидетельствовать, приготовьтесь благодарить. Бог действует от вашего имени и собирается совершить нечто необыкновенное в вашей жизни. Борьба была тяжелой, но победа будет сладкой, и эта победа ваша. Вы будете жить в том повороте, который Бог привнесет в вашу историю, и это будет то, что вы будете помнить и за что будете благодарить до конца своей жизни. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы присоединяемся к Тебе в молитве с сердцами, полными веры и надежды, признавая Твой суверенитет и Твою любовь, которая никогда не перестает. Господи, мы находимся во времени борьбы и истощения, во времени, когда битвы кажутся почти невыносимыми. Среди нас есть те, кто чувствует усталость, кто думает о том, чтобы сдаться и отступить. Но, Отец, мы знаем, что Ты с нами, что Ты говоришь с нами сейчас, говоря, что победа уже в наших руках. Мы благодарим Тебя, Господи, за это обещание, за эту уверенность в том, что победа за нами. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам силы идти вперед, даже когда кажется, что все обстоит иначе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты напоминаешь нам, что все, что произошло, должно было привести нас к завоеванию, к чему-то великому. Дорогой Бог, мы просим Тебя о руководстве и защите в нашей жизни. Мы просим Тебя помочь нам подготовиться к тому, что нас ожидает. Помоги нам сохранить веру и доверие к Тебе, даже когда мы не понимаем, что происходит. Помоги нам видеть не только обстоятельства, но и Твою руку, действующую в наших интересах. Отец, мы знаем, что Ты действуешь сверхъестественно, что у Тебя есть особые планы для каждого из нас.
Мы знаем, что Ты удивишь нас благословениями, о которых мы даже не подозревали. Поэтому мы возлагаем на Тебя все наши страхи, все наши сомнения, все наши заботы. Мы отдаем Тебе, Господи, наши жизни и просим Тебя вести нас по дороге завоеваний, чтобы мы были сильными и мужественными, зная, что Ты с нами на каждом шагу. Мы молимся Тебе, Отец, о тех, кто чувствует себя особенно удрученными и потерянными. Коснись их своим присутствием, наполни их миром и утешением. Подтверди в их сердцах свое обещание, чтобы они знали, что победа приближается. Мы прославляем Тебя, Господи, за все, что Ты сделал, что делаешь и что еще сделаешь. Мы славим Тебя. Мы прославляем Тебя, Господи, за поворот, который Ты совершаешь в наших историях, за то, как Ты превращаешь пустыню в место завоевания. Мы завершаем эту молитву во имя Иисуса, уповая на Твою верность и Твои обещания, чтобы каждый день идти с уверенностью, что Ты с нами, что победа за нами, и что мы в Твоих ладонях. Мы благодарим Тебя и открываем наше сердце, чтобы принять все, что Ты для нас приготовил. Аминь.